Все певцы эгоисты должны быть, иначе он не будет индивидуальность. А мы, певцы, должны, на то и называемся солисты, от слова «один». В каждой стране есть люди выдающиеся и знаменитые. Гораздо реже даже среди них встречаются личности, что называется, знаковые. Таков для Литвы певец Вергилиус Норейка. Это настоящий золотой фонд. Это бренд и национальное достояние страны. Обладатель огромного количества почетных званий и престижных наград, блиставший еще в советские времена, он по-прежнему певец номер один на своей родине. Говорят, тенор – это молодость жизни. Знаете это? Ну, знаете, какая-то молодость, у меня скоро 73. Я восхищен, просто, понимаете? Огромное вам спасибо. Вергилиус Норейка более полувека радует и восхищает слушателей во всем мире своим красивым лирическим тенором, великолепной вокальной техникой, артистизмом и самобытным прочтением каждого музыкального произведения. Его любят и обожают в нашей стране. Неоднократный участник могилевских фестивалей «Золотой шлягер», он впервые появился на славянском базаре в Витебске. А в знак симпатии и уважения к нашему народу еще и спел по-белорусски. Споткался с тобою, зорька Венера взошла. Зорька Венера взошла. Пою я этот Венеру, зорку Венеру, но такие взошла, понимаете, тонкое произношение очень, не то В, не то У, взошла, понимаете. Это, конечно, отрабатывается годами. Мне кажется, что я чуть-чуть уже лучше пою по-белорусски, чуть-чуть, но есть ошибка. Еще вчера перед концертом одну ошибку нашел. Начал, не почал, а начал. Нашел, написано так, понимаете. Ну, значит, уже это знал, что надо исправить. Про таких, как Вергилиус Норейка, обычно говорят: талант от Бога. Все, разумеется, так, однако нельзя не сказать и о том, что вырос он в музыкальной и театральной семье, что мать обладала прекрасным драматическим сопрано. А что касается от Бога, то, по мнению маэстро, никакая природа не спасет, и Божий дар исчезнет, если у певца не будет школы. Ему в этом смысле повезло. У него были замечательные педагоги – Каросас, Нарвайшас, а также знаменитый литовский певец Кипрос Петраускас, основатель национальной оперы, друг и партнер великого Шаляпина. Конечно, это были его боги, его кумиры. Чуть позже ими станут Дженнаро Барра и Энрико Пьяцца, известные итальянские педагоги, занимавшиеся с молодым певцом во время его стажировки в знаменитой опере «Ля Скала». Так что понятно, где истоки и фундамент мастерства этого артиста. Откуда дорога в Большой театр, Мариинку, Парижскую Гранд-Опера или ту же «Ля Скала». Я карьеру делал в Союзе очень быстро. Я в 35 лет уже был народным артистом Советского Союза. В 35 лет. Я был самый молодой народный артист Советского Союза в то время. Моя жизнь не шла большим трудом.
Конечно, она могла быть другой в те времена. Представьте себе, если мне после того, как я спел спектакль в Ля Скале, а я потом пел еще и другие спектакли в Ля Скале, но первый мой был Пинкертон, Мадам Баттерфлей, мне были предложения, скажем, работать в Тель-Авивской опере. Я звоню в Москву, Москва, Министерство культуры говорит нет. Меня вызывает спеть из Италии, поехать спеть, участвовать в постановке, спеть Маноле Леско в Сан-Франциско. Я звоню в Москву, Москва говорит нет. Понимаете, я приезжаю потом к Бухарскому, говорю, значит, замминистра культуры, говорю, почему вы не разрешаете? Ведь я все равно все деньги отдам государству. Моя эта часть будет $160, хотя я сам должен питаться из этих денег, а привозить 1000 отдать какой-нибудь там Че Гевара или кому-нибудь другому, понимаете, который поддерживался. Нет, говорит, он ответил интересные слова. У нас это не принято. Понимаете? Так что моя молодость, конечно, вот имела двойную сторону. Была двухсторонняя. Одна это то, что меня поддерживали очень здесь, но с другой стороны мне не было разрешено показаться миру и выйти в более большое пространство пения. Прекрасный, выйди на балкон. Так красив свод неба атласный и звездный ясный струн печален зон. Озарит тьму ночи улыбкой, и ахтан твой гибкий обниму любя. До зари, до утра прохлады я петь серенады буду для тебя. Было время такое очень сложное, скажем, там 90-е годы, начало 90-х годов. Вот тогда я уехал работать в Венесуэлу. Меня пригласили, и там поработал я 1,5 года, но потом власть поменялась, начали они контракты отменять, и я вернулся домой. И, к счастью, вернулся вовремя. Знаете, я сразу почувствовал, что уже восстанавливается нормальная жизнь за 1,5-2 года, за 3. Понимаете, и вдруг я увидел, что по мне соскучились. И я начал иметь очень много приглашений, чаще всего на тех условиях, которые я ставлю финансовых, понимаете, обычно они выполняются. Так что у меня, конечно, я зарабатываю сейчас гораздо больше, чем раньше, и не имею, кто мне приказывает, где петь, что петь и как петь. Но моя певческая жизнь очень интересно складывалась в том, что в театр меня не так хотели принять, думали, что потому что я был уже в Литве очень популярный под теперешним, значит, названием поп-певец. Я очень много пел эстрадной музыки. И мой голос был очень лирическим. Театр не сразу меня хотел принять. Но потом услышал,
в Ленском, и они поняли, что все же для лирического репертуара я в театр подхожу. Но потом все менялось. Мой голос креп, и я кончил Отелло. И Отелло пел в Большом театре, и ко мне приходил Злантов, говорил: слушай, Вергилиус, я никогда не ожидал, что ты таким звуком Отелло выдашь. Потому что он меня знал, мы вместе были в Италии, он меня знал как лирического тенора, понимаете. Но мне удалось в пении еще то, что я не поспешил, это, наверное, опять мой компьютер сработал, не поспешил перейти на, скажем, такие драматические роли. Я спел очень много лирического репертуара, который укрепил технические возможности моего голоса. Ну, пел я «Любовь к 3 апельсинам», скажем, принца, который вообще ставится редко. Или там не только «Любовь», «Щедрина», который вообще мало где ставится, кроме наших литовских опер. А из таких, из классического репертуара, ну, редко поет сейчас Манон, скажем, Масне, чаще всего Манон Леско. Мой голос называли в Италии «Voce Pucciniano», и поэтому голосом и манерой исполнения для опер Пучини. Так и называли «Voce Pucciniano». Вот. Пел я в доме Верди, как представитель Ля Скалы в день святого Джузеппе. Там всегда дается большой концерт в день святого Джузеппе Верди. И я пел от Ля Скала 1, пел все арии Герцога 3. Интересные имел в жизни бесы, скажем, во время спектакля. Ну, то, что в Каварадосе там предсмертная ария, это обычный случай. Но, скажем, песенку Герцога в Одессе я пел 4 раза. Мне говорит дирижер Михайлов, как-то встретил в Москве, что 4 раза. Мне кажется, что я пел 3. И все время забываю посмотреть в свой дневник, где написано. Я вот вспомнил сейчас. И надо приехать и один раз посмотреть, сколько раз я пел. Я знаю, что я пел по-итальянски, по-русски, по-литовски. Понимаете? Но почему-то он, представляя меня к оркестру в Москве, говорит, вот, говорит, это певец, которым я в Одессе Риголетто песенку Герцога пел 4 раза. Мне кажется, что он ошибся. Но я должен проверить. Если 4, вообще считал бы рекордом, понимаете? Потом, значит, но это песенка Герцога. Но, скажем, скажите мне, слышали вы, чтобы кто-нибудь повторял арию Герцога из 3-го действия? Кто мог ее похитить? Я не знаю. Я во Львове повторял во время спектакля. Или, скажем, в Клуже повторял арию Пинкертона.
тоже не слышал, чтобы... Но не давали дальше идти, повторял. Вот это такие артистические моменты. Норейка – это импровизатор на сцене. Он, если говорят, что классика – это не импровизационная музыка, это как раз это тот будет пример, где он импровизирует. Никогда ты не угадаешь, где он будет петь быстрее, где пьяно, где пауза, где ретянуто. Это все зависит от погоды, от настроения. Он может сразу изменить программу абсолютно. Он может выйти из сцены и сказать: сейчас для вас играет пианист, а я принесу ему другие ноты. Он может это сделать. И знаете, конечно, для меня очень большая честь с ним выступать. Я все-таки моложе, и я знаю, так, наверное, как и вы, что если есть кто-нибудь, кого можно назвать в Литве звезда, так это он 100%. Мне нравится его фраза: «Я на сцене не работаю, я пою. И никогда не потею». Жизнь – это одно, а артистизм, встреча на сцене, выступление – это другое. Жизнь – это жизнь, а на сцене – работа. И в работе я люблю профессионализм. Встретиться с профессионалом, который меня понимает и который моментально реагирует на мои мысли. Вот. С такими мне пианистами приходилось встречаться, с дирижерами. Вот. А жизнь, я люблю лес, люблю отдыхать в природе. Не люблю бывать там в ресторанах, знаете. Столько бываю много на сцене, на виду, что не люблю бывать на виду, скажем, в публике. Да, стараюсь избегать этого. И не лезу специально в какие-то передачи, где вот как можно больше себя показать. Это уже пройденный этап в моей жизни. Хочу больше быть или одним, или с семьей. Конечно, надо найти партнера в жизни, и этого партнера, уважая, очень беречь, потому что сделать ошибку по отношению к своей жене, скажем, понимаете, это очень легко. Очень легко. Но думаю, что потом это привело бы и обычно приводит к очень большим последствиям. Иногда к гибели таланта и все другое. Не надо разбрасываться вообще людьми, которые тебя уважают и которые тебя любят. Их надо тоже уважать и любить. Я видел светлый сладкий сон. Сидели мы с тобой вдвоем в лесу зеленом и густом, весенним ясным майским днем. Я всегда вот с малых лет обожала Вергилиуса Норейку. Мы с мамой ходили часто на его концерты, и ладони распухали от того, что мы хлопали.
Потом рядом с ним появилась прекрасная, ну просто прекрасная балерина Лорета Бартусевичутė, которая, как сказать, она когда появилась у нас в оперном театре, все стали к ней приглядываться, она уже была известна еще учась в балетной школе, и она выделялась своей интеллигентностью, своей чуткостью, своей красотой, тем продуманностью каждой роли. Люди всегда должны жениться на других, найти свою пару в той сфере, в которой они живут. Они лучше друг друга понимают. И вот здесь, я думаю, именно вот так и случилось. Театр и театр. Опера и балет, как сказать, театр оперы и балета, да? Но, наверное, это то, что она понимала его, когда ему надо готовиться к сложному спектаклю. Тогда не может быть никаких претензий, потому что то же самое случалось с ней, когда она готовилась к спектаклю. Оба прекрасных артиста. То есть на сцене, если поет Вергилиус Норейка, я уже не вижу его. Я вижу Отелло, я вижу Альфредо, я вижу вот, как сказать, персонаж. Если танцует Лорета Бартусевичутė, я вижу Сильфиду, я вижу Жизель, я вижу Лебедя, я вижу там, кого бы она там еще не танцевала. Это вот, она была прекрасной Капелле у нас. Вот я и сразу вижу того. И вот это их, я думаю, объединяло. Я люблю тебя, как одна душа. Поэта только любит, ты одна в моих мечтаниях, ты одно мое желание, ты мне радость и страдание. Я люблю тебя, я люблю тебя, и никогда ничто не охлаждающая даль, ни час разлуки, ни веселья шум не отрезвят души, согретой девственным любви. Знаете, во-первых, их поет не голос, поет тут наш компьютер, понимаете, он управляет, и им надо владеть. Тут голос у нас в нашем мозгу, в наших рефлексах, как ты его развил, как ты умеешь его поддерживать. Само собой, определенный режим, школа, то, что я получил, колоссальную школу пения, что мне сейчас 72, но я почти не потерял звучание хорошее, только я уже не так смело подбираю репертуар с крайними верхами, потому что боюсь умереть на сцене, вдруг поймаю петуха и упаду, понимаете. Так что это совсем другое. А так вот пою довольно тяжелый репертуар. Достаточно. Последний спектакль, скажем, полный, «Мадам Баттерфляй», Чо-Чо-сан, пел 1 сентября 2004 года, 3,5 года назад. Это был После этого я еще в театре спел пару легких ролей, спел обязательно одну, потому что она была просто литовским композитором, для меня написана, поэтому я спел. Но больше уже на сцене не выступаю. Боюсь, что сердце подведет, а не голос. Несмотря на свой почетный возраст, Вергилиус Норейка и сегодня один из самых деятельных, самых востребованных артистов Литвы. Сумев сохранить свое самое главное богатство – голос, технику, артистизм и обаяние, он по-прежнему доставляет неимоверное наслаждение своим божественным талантом. Увы, человек не вечен, но хочется пожелать маэстро еще многих-многих лет на сцене и в жизни. Пусть проходит время, буду ждать тебя.
знаю только единственного, что родился лет 20 раньше, чем надо. Уже когда можно было иметь менеджеров, импресариев, которые занимались бы тобой в мире, я был уже слишком стар. Они не могли уже рассчитывать на меня, что я могу им работать лет 10 там или 15. Мне было 60 уже, понимаете, что больше 60. Ну, 60. 58, вот так считайте, понимаете. Это поезд ушел, понимаете, в этом трудность.